Оспорить право сильнейшего вызвались более 600 борцов, среди которых и ингушские атлеты, достойно представившие наш регион. Двухдневное мероприятие по регламенту включало в себя молодежное первенство, чемпионат мастеров и турнир в разделе «Ноуги», предусматривающий борьбу без кимоно. Вступив в ряды этого вида единоборств, Ибрагим Евлоев ярко дебютировал на соревнованиях. Переквалифицировавшись из пауэрлифтера в джиу-джитсеры, он показал отличную технику борьбы в партере. Особенности поединка включают элементы удушающих приемов и болевых рычагов, успешно применив один из которых, наш борец весовой категории 98 кг вышел в финал чемпионата, где ему будет противостоять мастеровитый соперник из Дагестана. С подсказкой нашего тренера это мне очень сильно помогло. Я чуть силы не рассчитал и связки порвал сопернику. Конечно, жалко с одной стороны, то, что так получилось. Но это борьба, тут без травм никак не бывает, в любом случае это спорт. Бои проходили параллельно на 6 борцовских коврах. Для всех спортсменов эти соревнования – хорошая возможность попрактиковаться, а также оценить свои силы. А для некоторых участников этого чемпионата джиу-джитсу не просто разновидность единоборств. Сарот Сарукян, представляющий Ставропольский край, решил принять участие в турнире с целью пропаганды японского боевого искусства и патриотического воспитания молодежи в своем родном городе. Изначально я тренер. В Ставрополе так сильно не развит грэпплинг на самом деле. Тяжело там тренироваться практически негде, поэтому можно сказать, что я не тренируюсь. То, что я здесь выиграл и сейчас еще борюсь, это все для моих учеников. Я хочу, чтобы они мотивировались этим. Больше всего для этого делаю. Спасибо организации ВБЖ, спасибо им за то, что проводят такие турниры. И спасибо в любом случае всем соперникам, которые выделили время, приехали сюда. Исходя из такой конкуренции, которая была на турнире, выступление наших борцов можно назвать успешным. Сборную команду республики подготовил старший тренер по джиу-джитсу Ильяс Хашагульгов, который, кстати, тоже принял участие в обоих разделах турнира и занял место лидера весовой категории 80 кг. По итогам чемпионата в копилке ингушской команды 11 медалей, 2 из которых высшей пробы. Мероприятие не осталось без внимания со стороны администрации Назрани, руководитель которой подчеркнул значимость проведения подобных соревнований. Я сам бывший спортсмен, был и в сборной Беларуси, и в сборной Советского Союза, поэтому я со средой спортсменов очень знаком и никогда с этой среды не выходил. Поэтому развитию спорта и вовлечению туда молодежи и детей мы будем уделять особое внимание. Это будет одно из приоритетных направлений. Таким получился первый в спортивной истории Ингушетии открытый чемпионат по джиу-джитсу. Каждая медаль, добытая нашими борцами, стала закономерным итогом их труда и силы воли. Непростой путь был у наших атлетов, но все же они смогли порадовать своих болельщиков. Ждем еще больших результатов в последующих соревнованиях. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.